Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. Сегодня 24 декабря. В администрации района проводится еженедельный брифинг по коронавирусной ситуации. На брифинге участвует заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Назимович Хайртдинов и заведующая кабинетом экспертизы временной нетрудоспособности Ахмадуллина Зульфия Маратовна. Чтобы ознакомиться с общей ситуацией по распространению инфекции в Республике Башкортостан, передаем слово заместителю главы администрации Рамилю Назимовичу Хайртдинову. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на 24 декабря в регионе зафиксировано 17 904 случая заболевания. Прирост на прошедшие сутки составил 163 случая. На сегодняшний день лечение получает 3715 человек. Из них 875 человек в стационарах республики, из них в тяжелом состоянии 55, на ИВЛ 13. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания находится 2840 человек. За сутки выписано 132 пациента. Всего за период пандемии выздоровели 14 060 человек. За прошедшие сутки зарегистрирован один случай смерти от COVID-19. Число умерших составляет всего 129 человек. Количество случаев внебольничной пневмонии за сутки 417 случаев. Выписанных пациентов 389 человек. Всего проведено 1 959 735 исследований. Обследовано 1 896 757 человек. За сутки проведено 10 564 исследования и обследовано 9 872 человека. Рамиль Назимович, как будут проходить новогодние мероприятия в районе и на что нужно обращать особое внимание при их проведении и посещении? В Илишевском районе все мероприятия, связанные с празднованием Нового года, без ограничения численности участников, пройдет только на открытом воздухе. Период празднования новогодних праздников, а именно с 25 декабря 2020 года по 14 января 2021 года, составлен календарный новогодний план мероприятий, который включает большое разнообразие развлекательных, познавательных, спортивных мероприятий. С графиком проведения вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации района, а также в социальных сетях. Самым доступным отдыхом на новогодние праздники будут прогулки на открытом воздухе, катание на лыжах, на коньках. Для этого во всех сельских поселениях района работают ледяные катки. Также жители могут принять участие в районном конкурсе. В целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов проводится конкурс на лучшее новогоднее оформление дворовой территории многоквартирного дома. Согласно положению, в нем участвуют жители многоквартирных домов. Главное, проявив творческие способности и фантазию, внести вклад в украшение района к празднику. Итоги конкурса будут проведены 4 января 2021 года. Период с 21 декабря 2020 года по 14 января 2021 года будет проводиться республиканская экологическая акция «День чистой зимы». Ее цель – повышение уровня благоустройства населенных пунктов, организация работ по очистке детских площадок, придомовых территорий от снега и мусора, а также поддержка инициативы населения, принимающего участие в содержании мест общего пользования. Участниками акции могут стать представители общественных экологических организаций, предприятия жилищно-коммунальной сферы, обслуживающие компании и все желающие. При проведении новогодних мероприятий необходимо соблюдать общепринятые нормы и требования ношения масок, соблюдения социальной дистанции. При наличии признаков ОРВИ лучше остаться дома, не посещать мероприятия. Уважаемые жители района, пользуясь случаем, поздравляю вас с наступающим новым 2021 годом. Пусть в наступающем году все будет живо и здорово. Берегите себя и своих близких. Спасибо. Теперь слово передаем Зульфие Маратовне. Расскажите об общей ситуации в районе с COVID-19. Добрый день, уважаемые жители района.
По состоянию на 24 декабря 2020 года в Илишевском районе зафиксировано 283 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Это плюс 24 за неделю. Выздоровлений 241, плюс 19 за неделю, что составляет 85,2%. На сегодняшний день 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией получают амбулаторное лечение. 6 пациентов получают стационарное лечение в инфекционных госпиталях. С подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировано в инфекционные госпитали 11 пациентов. Всего взято проб 8347, готовых из них 7746, в работе находится 601 проба. Понятно. Самая обсуждаемая тема в последнее время – это вакцинация от коронавирусной инфекции. Поступила ли вакцина в район и кому ее в первую очередь будут делать? Да, в нашу ЦРБ поступило 45 доз вакцины от коронавирусной инфекции, в том числе 20 доз для медицинских работников, 20 доз для работников образования, 5 доз для работников учреждений социального обслуживания ЗАГС и многофункциональных центров. Все указанные категории относятся к категориям граждан, подлежащим вакцинации в приоритетном порядке. Вакцинация проводится в 2 этапа с интервалом 21 день. Препарат вводят внутримышечно. Показания применению – это возраст от 18 до 60 лет. Есть противопоказания для введения – это гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. При этом вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры. Беременность и период грудного вскармливания, так как ее эффективность и безопасность в этот период не изучались, в случае наступления беременности наблюдения до рода разрешения и поэтапное репортирование, а также противопоказанием является возраст до 18 лет в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности рисков передозировки и усиления нежелательных явлений у детей и подростков. После вакцинации в первые и вторые сутки могут развиваться и разрешаться в течение 3 последующих дней реакции. Могут быть общие реакции, это гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью, а также местные реакции, это болезненность вместе инъекций, гиперемия и отечность. Мы даем следующие рекомендации после вакцинации. Это в течение 3 дней после вакцинации не мочить место инъекций, не посещать баню, бассейны и сауну, не принимать алкоголь, избегать переохлаждения, физических нагрузок, в том числе тренировки, инсоляций. При покраснении, отечности, болезненности вместе вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры нестероидные противовоспалительные средства. А также при ухудшении состояния необходимо обязательно сообщить данные о состоянии своему участковому терапевту. Понятно. А если у человека имеются антитела к COVID-19, можно ли ему делать прививку от коронавирусной инфекции? Да, актуальным вопросом является, нужно ли вакцинироваться тем, кто перенес коронавирусную инфекцию. Это зависит от наличия антител, от их стойкости. В настоящее время рекомендуется не ранее, чем через 3 месяца определить титры антител и в зависимости, как быстро эти антитела будут убывать, изъявить желание на вакцинацию. Как будет работать Верхнеиркиевская центральная районная больница, а именно поликлиника в новогодние праздники? В соответствии с приказом Минздрава Республики Башкортостан медицинская помощь в праздничные дни будет организована следующим образом. 31 декабря 2020 года рабочий день, сокращенный на 1 час. С 1 января по 8 января 2021 года по графику работы праздничного дня. Это с 8 до 17 часов с приемом вызовов, в том числе неотложных, до 16:00. 9 января работаем мы по графику субботы с 8 до 17:00 с приемом вызовов до 16:00. 10 января 2021 года это воскресенье, а работа службы неотложной помощи с приемом вызовов до 16:00. В этот период во взрослой поликлинике врач-терапевт будет вести прием пациентов с симптомами ОРВИ в кабинете неотложной помощи, это у нас 101 кабинет. Соматические пациенты будут приниматься в приемном отделении дежурным врачом. Также у нас организовано дежурство узких специалистов на случай экстренных и неотложных обращений.
акушер-гинекологи, педиатры, хирурги, УЗИ-исследования и так далее. Уважаемые жители, хочу напомнить 5 правил защиты от коронавируса. Это гигиена, чаще мойте руки, также ношение масок, соблюдение расстояния и этикета, ведение здорового образа жизни. И также вот, если заболели, если какие-то у вас проявления инфекции, необходимо обратиться к врачу или по телефону 5 61 82. Спасибо большое. Ну, а я хочу напомнить телефоны горячей линии, по которым вы можете обратиться с любым вопросом, связанным с коронавирусом. Уважаемые решивцы, на сегодня брифинг завершается. Встретимся с вами в скором времени. Всего хорошего, будьте здоровы, берегите себя и своих близких.